меня медотвод. Нет. Почему? Потому что у меня аллергия на все лекарства. Я уже получил зимой. Я вакцинирован. Нет. Ну, я как переболевшая, через 6 месяцев попробую получить. Нет. Нет. Да, вакцинировался. Ну, нормально, вообще ничего не было, в принципе. Хотя я знаю, что у некоторых были побочные эффекты. Ну, это как бы неизбежно. Ну, 5 дней была температура, но потом все спало. Но у меня никаких побочных не было. Нет. Еще нет. Да. Я как раз и на первой линии работала, и сейчас профилактикой занимаюсь. И слава богу, 65 лет я еще не заболела. И не боюсь, потому что я себя укрепляю. Надеюсь, что я не буду болеть. Ну да. Но я еще коронавирусом болел, из-за этого там мне не ставили. Нет. Болел. Как прошло? Ну, достаточно легко. 3 дня температуры, обоняние пропало. Что еще? Ну, в легкой форме, я считаю, переболел. Повышать надо иммунитет. Вот видите, с палкой. Мне 65 лет, мы каждый день ходим с подругами с канди. Это первое. Второе – правильное питание. Витамины. У нас действительно витаминов, минералов не хватает, поэтому приходится, значит, дополнительно осенью, весной витаминизировать питание. И в целом вот здоровый образ жизни, движение. Я занимаюсь уже почти 10 лет скандинавской ходьбой. Каждый день зимой и летом. И решила, что это прямо когда вот такой вирус, именно нужна ходьба, движение и дышать свежим воздухом. Укрепляющие всякие витамины пьем. Чай с лимоном, с имбирем постоянно пьем. Ношем маски, антисептики. Ну, максимально это вот маски, перчатки, постоянные спреи. Ну и часто мою руки, все. Ношу маску, дезинфицирую руки после контактов. Что еще сказать? Публичные мероприятия стараюсь не посещать. Работа, дом. Как-то так. Ну, в целом, массовой вакцинации, я, например, старого уклада человек и говорю, научно-исследовательские институты раньше годами проверяли. А в этом году, значит, у нас год даже не прошло, уже какую-то вакцину придумали. Поэтому я считаю, например, это преждевременное, очень рано. Ничего не критикую, да? Почему? Потому что это, я думаю, что медицина, сейчас современная медицина очень сильная, и я не думаю, что она должна, как раньше, прямо много-много лет испытания проводить. Я вообще считаю, что нужно как можно больше людей вакцинироваться, потому что других способов борьбы-то с вирусом нет на самом деле. И этот вирус уже, я думаю, уже навсегда, на всю нашу жизнь, поэтому единственный способ – это массовая вакцина, и только это сможет хоть как-то изменить ситуацию. Ну, это хорошо, наверное. Это уменьшает риск заболевания коронавирусом. И я всякие такие спамы и так далее не смотрю, а когда мне надо, я открываю в Ютубе самых таких вирусологов со знаменитыми именами, которые работают с созданием вакцин и так далее. Поэтому я верю, что вакцина, наверное, нужна. Если человек, скажем так, не пропускал уроки биологии в школе, то он слухом не поверит, я так думаю. Нет? Я же студент-медик. Нет. В каком-то роде эксперимент еще не закончился, наверное, поэтому с настороженностью отношусь. Я их не слышала. Нет, честно говоря. Ну, я знаю, что это как-то глобальная, конечно, проблема, и нужно ее побеждать, так сказать. Поэтому, тем более, нас просит вакцинироваться работодатель, поэтому придется. Да, я как-то не сталкивался с слухами. То есть не боитесь? Лучше уж вакцинироваться, чем короной переболеть.